Як было неаднаразова адзначана намі раней, выстава акадэмік Мікалай Нікольскі «Жыццё ў гісторыі» прысвечана менавіта навукоўцу і гісторыку. Якія ж напрамкі гістарычнай навукі цікавілі акадэміка? Такіх было вялікае мноства. Сваёй працы ён прысвячаў як беларускаму фальклору і рэлігіі, так і старажытным цывілізацыям. І хоць навуковы нарыс па гісторыі далёка не масавае чытво, кнігі Нікольскага карысталіся папулярнасцю і адзначаліся крытыкамі. Максім Богданович, які ўзбагаціў нашу літаратуру не толькі выдатнай паэзіяй, але і грунтоўнай крытыкай, у тым ліку выказваўся аб кнізе Мікалая Нікольскага. 4 студзеня 1914 года у 3-м нумары ярослаўскай газеты «Голас» з'явілася рэцэнзія на кнігу гісторыка «Древний Вавилон», написанная Максимом Богдановичем. Интерес современного читателя к истории месопотамских культур может питаться довольно разнообразными источниками, устремляться в различных направлениях и на различные предметы. Причиной этого является значительность и многогранность влияния, которые оказали народы, населявшие Месопотамию, на цивилизации европейских стран. В свое время как Вавилон, так и окружающие его области являлись, так сказать, историческим перекрестком, точкой пересечения крупнейших путей целого ряда всяческих культур. Здесь они встречались, сюда несли свои лучшие соки, которые Вавилон перерабатывал, обогащал новыми элементами и гнал во все концы света. На Европу влияние Вавилона распространилось, конечно же, не прямо, а просачиваясь через целый ряд отделявших их культур. Поэтому и учтено оно может быть очень неполно и лишь приблизительно, что, впрочем, не отнимает у него характер, приковывающий к себе значительности. Достаточно указать хотя бы на весьма ощутительную зависимость текста Библии от вавилонских сказаний. Многие частности нашей астрономии носят столь же явственный отпечаток вавилонского происхождения. Все это вызывает у нас при изучении Вавилона нечто большее, чем обычный исторический интерес. Книга господина Никольского, известного специалиста по данному вопросу, чрезвычайно удачно соединяет в себе популярность изложения со свежестью фактического материала и высотой своего научного уровня. Автор дает географический очерк страны, прослеживает ход развития и исторические судьбы народностей, сменявшихся на ней, описывает их быт, верование, государственное устройство, останавливается на расшифровке современной наукой дошедших до нас клинообразных надписей и прочего. Все это изложено хорошим языком при почти полном отсутствии иностранных слов, что делает книгу доступной для всякого рядового читателя. Много помогут ему и прекрасно подобранные рисунки. Исполнены они, впрочем, довольно посредственно. Общая внешность книги хороша.